Всем привет, ребята! Сегодня у нас новый выпуск рубрики «Нуждите без бастаймс». Сегодня наш специальный гость Елена Ивановна Тарасенко. Поприветствуйте, пожалуйста, нашим зрителям. Добрый день. Я рада очень приветствовать всех. Я заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политики при президенте Республики Казахстан. Я очень рада сегодня приветствовать всех вас, находясь в таком замечательном доме, как Дворец школьников. Это такое достояние для всей нашей области, республики. Я посмотрела сегодня, какой высочайший уровень здесь у вас, поэтому я очень рада находиться у вас в гостях. У нас в Дворце школьников 94 кружка. На какие вы кружки ходили в детстве? Чем интересовались? Вы знаете, я в детстве хотела стать учителем. И вот с первого самого класса у меня такая мечта всегда была быть нужной людям, обязательно приносить пользу, давать знания. И поэтому, учась в школе, я занималась в кружке театральном. То есть училась мастерству говорить. Наверное, это очень было важно, я так думала, для учителя, уметь свободно выражать свои мысли. И вот сегодня я, побывав у вас, увидела, насколько вы свободно можете выражать свои мысли. Вы уже сейчас такие мастера, и я думаю, что у вас тоже уже многим можно чему поучиться. И я занималась и физической культурой, и всегда считала, что в жизни главное – это иметь активную гражданскую позицию, быть нужным, и поэтому всегда нужно стремиться к тому, чтобы вырасти хорошим, достойным членом своего общества, своей страны. Какие вы замечаете сходства между нашими поколениями? Сходство, наверное, в том, что неважно, какого ты возраста. Главное, есть ли у тебя желание что-то сделать, создать, обязательно достичь своей цели. И я считаю, что с возрастом эти цели не меняются. Когда ты становишься старше, мудрее, ты понимаешь, чего ты достиг, а что ты еще можешь сделать впереди. А сегодняшнее молодое поколение, я вижу, насколько у вас возможностей больше, чем это было у нас. У вас сегодня столько и цифровых технологий, и прогрессивности. И вот я посмотрела на техническое оснащение, даже Дворца школьников, не говоря о том, что я была сегодня и на других объектах тоже и увидела. И наш последний специальный вопрос. Как вы считаете, в чем же сила? Сила человека? Сила человека в его целеустремленности. Никогда не отступать от своих позиций, обязательно замечать тех, кто с тобой рядом. Это очень важно, помогать другому, если ты можешь. И самое главное, наверное, когда человек достигает успеха, он обязательно должен радоваться успеху другого, того, кто рядом с ним, уметь дружить. Наш сегодняшний выпуск подошел к своему концу. Подписывайтесь на наш канал, оставьте комментарий, не забывайте ставить лайки. Всем пока! Успехов! Пока!